Уфа во второй раз примет чемпионат России по боксу среди женщин. Об этом поговорим сегодня в программе «Интервью». Здравствуйте, я представляю гостя в студии. Ирик Мухамедьяров, исполнительный директор Федерации бокса Республики Башкортостан, директор спортшколы Олимпийского резерва по боксу имени Николая Валуева. Ирик Мигалевич, здравствуйте. Здравствуйте. Итак, столица Башкортостана готовится принять вновь престижные соревнования. Это чемпионат России по боксу среди женщин. Где будут проходить соревнования? Чемпионат России у нас будет проходить во Дворце борьбы с 27 ноября по 6 декабря. 27 ноября у нас день приезда, 28-го. Официальные соревнования начнутся 29 ноября. Также 29 ноября у нас будет открытие соревнований с 16:00 до 16:30. Закрытие же мы предполагаем провести 5-го, в день финальных боев. Это также с 4 до половины 5-го, 16 до 16:30. Ирик Мигалевич, мы уже понимаем, что столица Башкортостана проводила такие крупные мероприятия, как вечера профессионального бокса. И уже одно из них прошло на площадке как раз-таки Дворца борьбы. Стало быть, вы понимаете, для бокса подходит эта территория или нет? Вообще, благодаря поддержке правительства Республики Башкортостан в лице президента Федерации бокса Республики Башкортостан, премьер-министра Андрея Геннадьевича Назарова, мы проводим такие крупные мероприятия. Вот в прошлом году мы провели 3 вечера профессионального бокса. В этом году провели уже 2 вечера профессионального бокса. 2 вечера профессионального бокса, из которых мы провели во Дворце борьбы. Эта площадка опробована. Мы ее специально там проводили, чтобы была подготовка к проведению чемпионата России, самого крупного нашего мероприятия, которое пройдет у нас с 27 ноября по 6 декабря. Площадка готова, площадка подходит по всем параметрам. Я думаю, этот чемпионат пройдет на высшем, хорошем уровне. Уже предполагаете, сколько будет участников, какое представительство, из каких регионов? В 2023 году у нас участвовало 170 спортсменов из 51 региона страны, 174, по-моему. В этом году мы также ожидаем даже больше, более 180 спортсменов. Также более 50 регионов будут представители нашей Российской Федерации. Вот примерно такое количество предполагаем. Ирик Мигалевич, естественно, сборная Башкортостана выставит свой состав. Какой он? Сколько человек? Конечно же, у нас состав наши любимые боксеры. В количестве 8 человек. Предполагалось изначально 11. По разным причинам у нас 3 девушки не смогут принять участие. 8 спортсменов у нас принимают участие. Из них это заслуженный мастер спорта 1 человек, 2 мастера спорта международного класса, мастер спорта России и 4 кандидата в мастера спорта. Могу более подробно о них рассказать. Вот самый главный вопрос, наверное, будет ли принимать участие Азалия Аминева? Конечно же, она будет принимать участие. На сегодняшний день она сейчас на соревнованиях, на первенстве Европы среди юниоров 19-22 года. Она уже выиграла полуфинал. В полуфинале она боксировала со спортсменкой из Белоруссии. В первом раунде она нанесла нокдаун сопернице, и тренер отказался от продолжения боя ввиду явного преимущества. Азалия Аминева выиграла и вышла в финал 10 ноября в Ереване. Будет проходить финал. Мы надеемся и думаем, что Азалия, конечно же, выиграет очередную Европу. Ну и она, конечно же, после Европы приедет сюда, будет готовиться к чемпионату России и будет участвовать. Азалия Аминева у нас мастер спорта международного класса, 2-кратная чемпионка России, победительница международных игр стран БРИКС. Ну и, конечно же, она в составе сборной Республики Башкортостан. Вот вы говорили о том, что в составе сборной республики еще заслуженный мастер спорта. Кто это? Это у нас Чумгалакова Юлия. Она 3-кратная чемпионка России. В этом году она стала серебряным призером чемпионата мира по боксу среди женщин. Заслуженный мастер спорта России Юлия Чумгалакова. Также будет представлять нашу команду. Мастер спорта международного класса Спирина Полина также принимает участие. Она победительница первенства Европы, победительница первенства России. Также представляет нашу команду. Хотел бы еще сказать,
перспективных наших спортсменках. Макарова Конечно. Арина, мастер спорта России. В этом году она стала серебряным призером спартакиады молодежи России. Это у нас Борисова Милена, кандидат в мастера спорта. Она в этом году стала бронзовым призером спартакиады молодежи России. Ну и, конечно же, наши кандидаты в мастера спорта, перспективные спортсмены, это Набиуллина Анастасия, Ганеева Эльвира и Малагулова Алина. Вот наш состав. В нашем составе, я правильно понимаю, есть спортсменки из Уфы, из Октябрьского. Вот где еще в Башкортостане сильные школы, откуда мы берем членов сборной республики? У нас много районов, много городов, где популяризируется спорт, и много сильных районов. Это, конечно же, город Октябрьский, откуда же у нас и Азалия Аминева, и Иван Абрамов, тоже мастер спорта международного класса. Есть перспективные спортсмены, как Петров Богдан, город Октябрьский. Есть перспективные спортсмены, как Хасанов Роман, это город Стерлитамак. С поселка Чешмы у нас есть перспективный спортсмен Романов Данила. Вообще много у нас, конечно, по республике перспективных спортсменов. Республика талантлива боксерами. Если в общем посмотреть, то у нас на сегодняшний день в Республике Башкортостан 128 кандидатов в мастера спорта тренируются, 15 мастеров спорта, 4 мастера спорта международного класса и заслуженный мастер спорта России. Какие задачи ставите перед спортсменками на чемпионат России? Я понимаю, что, наверное, от Азали Аминева ничего, кроме победы, не ждут. Так же, как и от Чумгалаковой. Но есть и другие девушки. Вот для них соревновательный опыт. Или уже ставите все же, что в попадание в тройку призеров? Президент Федерации бокса Республики Башкортостан Андрей Геннадьевич Назаров нам поставил задачу войти в тройку лучших спортивных команд по боксу России. В общекомандном зачете? В общекомандном зачете. В 2023 году мы были 6-ми. В этом году ставим амбициозные задачи попасть в тройку. Как думаете, реально? Мы на это надеемся. Как готовитесь, чтобы достичь этой задачи? Я имею в виду, будут ли какие-то целенаправленные сборы? Да, на базе санатория «Зеленая роща» мы будем проводить учебно-тренировочные мероприятия. С 13 по 27 ноября уже заявилось 12 команд с других субъектов Российской Федерации. 52 спортсмена подтвердили свое участие. Будем готовиться. Подключили очень серьезных тренеров в подготовке. Я думаю, наша команда выйдет на чемпионат России в лучшей своей форме. Ну и какой будет ход на соревнования? Я имею в виду, смогут ли и желающие приехать на состязания зрители? Конечно, вход открыт, вход свободен. Приходите, все желающие, с 29 ноября по 5 декабря включительно. Ну и, конечно же, можете подписаться на наш канал ВКонтакте, это Федерация бокса Республики Башкортостан. Там мы публикуем все новости о подготовке к этому чемпионату. Чемпионат России это, как правило, отборочные соревнования. Вот здесь на что идет отбор? Здесь идет отбор попасть в лидеры состава сборной команды России, далее, чтобы участвовать на международных соревнованиях. Здесь формируется сборная России первых номеров, вторых номеров. Каковы шансы именно наших спортсменок? Понятно, что вы сказали о том, что сборная Башкортостана должна попасть в тройку лидеров в общекомандном зачете. А если говорить именно может быть, пофамильно, кто обязательно должен войти в состав сборной России? Мы предполагаем, это будет Чумгалакова Юлия, Азалия Аминева, Спирина Полина. Очень надеемся на Макарову Арину и Борисову Милену попасть в сборную команду. Ирик Мингалевич, а если говорить еще о других соревнованиях по боксу, которые будут у нас проходить, что-то предвидится в ближайшем будущем, кроме чемпионата России? В этом году это у нас завершающее мероприятие уже, потому что 5 декабря будет, год закрывается. Но на следующий год традиционно, я так предполагаю, Андрей Геннадьевич даст нам задачу проводить также вечера бокса. Потому что вечера бокса очень
сильно популяризирует бокс в нашей республике. Это видно, это заметно. Спортсмены на таких крупных мероприятиях растут. Более точно не скажу, но будем, я так думаю, проводить вечера бокса в следующем году. Вот вечера бокса, потому как приходят зрители, потому какой ажиотаж, атмосфера, нравится ли именно башкирским поклонникам бокса, башкирским зрителям вот это мероприятие? Как думаете? Я думаю, очень нравится. Вот мы уже провели ряд вечеров бокса. Уже на последнем вечере бокса партерные места были все раскуплены до начала еще мероприятия за несколько дней. Уже места не было на покупку возле ринга. Это показывает о том, что люди заинтересованы. После этого вечера бокса мы проводили финал и первенство чемпионата Республики Башкортостан, куда в качестве почетных гостей пригласили Даниса Габдрафикова и Артура Субханкулова, наших профессионалов. И привели их на открытие этих соревнований. Ну и, понятно, в финал Башкирии со всех районов приехали боксеры, и они очень были заинтересованы подойти к ним, сфотографировать, взять автографы и так далее, и так далее. Вот что показывает, что вечера бокса очень популяризируют вот наших профессиональных боксеров. Ну и такие вечера бокса, да, наверное, мотивируют совсем юных спортсменов, которые видят вот этот весь ажиотаж, все эти огни, свет, саму атмосферу. Это, наверное, вот воодушевляет их тренироваться ежедневно. Конечно, это наши спортсмены, молодые, юные, талантливые, видят, что на самом деле можно достичь таких результатов, смотря на наших боксеров, которые на профессиональном ринге боксируют, таких, в том числе и смотря и на Азалию Именева, они видят, что это реально, что наши боксеры этого достигают. Ну, конечно же, это как пример, они к этому стремятся. Ирик Мигалевич, спасибо огромное, что пришли сегодня к нам в студию, рассказали о том, как развивается бокс, о том, что предстоит прекрасное мероприятие. Это чемпионат России по боксу среди женщин. Пройдет с 29 ноября, да я не считаю дни приезда, по 5 декабря. Вход свободный, дворец борьбы. Пожалуйста, приходите с детьми, сами приходите с семьями и наблюдайте за такими прекрасными поединками, потому что сильнейшие спортсмены, спортсменки со всей страны соберутся здесь, у нас в Уфе. Спасибо вам огромное. Вам спасибо. Это была программа «Интервью». Сегодня в гостях у нас был Ирик Мухамедьяров. Это исполнительный директор Федерации бокса Республики Башкортостан, директор спортшколы Олимпийского резерва имени Николая Валуева. Спасибо, что были с нами. Я Роза Хабибуллина.